Гена, ну я надеюсь, вы не будете драться? Вы же не дети? Ну, я понимаю, из-за Марины, но из-за работы. Бабушка, я сказал драться? Я сказал, поговорим. Я брата весь день не видел. Да ладно, все равно же маленьких не бьет. Яна, я хочу дать Олегу шанс. Ты меня понимаешь? Да, Софья Михайловна, я понимаю. Просто он вам не родной. И именно этим обусловлено ваше решение. Яна, я не понимаю, почему ты расстраиваешься из-за Гены и не радуешься за Олега? Яна, ну подожди, давай поговорим. Объясни мне, пожалуйста. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты свалил в свою Америку и не возвращался как минимум года 2. И вообще я не понимаю, с чего это ты вдруг решил остаться и стать гендиректором модного дома? Он же тебе всегда был до лампы. Может, расскажешь, что произошло? Чего тут рассказывать? Просто захотел поинтересоваться семейным бизнесом. А в Штаты я не уеду. Так что придется смириться с ситуацией, Геночка. То есть победитель получает все, так выходит? Скажи, нафига тебе Маринка? Неужели из-за бабла ее папаша? Так ты же у нас вроде не такой. Если ты не понял, Марина тебя бросила не из-за меня, а из-за тебя. Я думал, ты не маленький мальчик, все понимаешь. Значит, она тебе и об этом уже доложила. Короче, братик, я что-то очень устал и дико хочу спать. По-моему, мы обо всем уже побазарили, да? Побазарили, Олег Юрьевич. Только запомни, братик. Ты еще очень пожалеешь, что перешел мне дорогу. Я запомню. А как нос? Не болит? Смотри, чтобы у тебя не заболел. Как мудро. Если у тебя есть хоть капля совести, ты сейчас же пойдешь к Софии Михайловне и откажешься от этой должности. Это вы говорите мне о совести? Вы? Но ты-то ведь тоже не имеешь никакого отношения ни к модному дому, ни к имуществу Зборовских. Ты чем это заслужил, мальчик? А ничего, что я сын Юрия Зборовского, родной брат Олега. И, по-моему, это видно даже без анализа ДНК. Вот тем и заслужил. А еще долгими годами фиговейшей жизни. Так что мы с Олегом возьмем свое. А если вы не перестанете меня доставать, я пойду к Софии Михайловне и все расскажу. Вы этого хотите? А можно пройти? Костик, я смотрю, ты нас тут коллекционируешь. Ты… Ой. Вика, ты имей в виду, он тут разговаривал по видео с какой-то Верой. Да? Я так просто, чтобы ты была в курсе. Это из Чикаго. По проекту. Ладно. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Ты по-прежнему в клубе? Да, но теперь вот даже не знаю, я поссорилась с Гошей, хозяин клуба, его дядя. Мы можем попробовать пристроить тебя моделью. Правда? Правда? На моем показе это было одно из лучших. А, вспомнил. Что вспомнил Костик?
Это о своем проекте. Опа. Ну да. Вот и Гоша. Да. Я домой не приеду. Вообще не хочу тебя слышать. А что случилось? Костя завтра выходит на работу в ателье. У вас поменялись планы? Я ему звоню, он трубку не берет. Нет, я вместо него. Пока что. Ненавижу. Бесишь. Хочешь очки померить? Повтори. Еще раз. Лиз! Ну что, ты пьяная и грустная? Я пьяная и счастливая. У меня роман. Ничего себе. Я думала, ты до пенсии не выйдешь из депрессии из-за разрыва с Геной. Да, я сама тебя не ожидала. Ну, и кто он? Это Олег Зборовский. Брат Гены? Ага. Ну и бессовестная ты, Маринка. А знаешь, что самое интересное? Мне ни капельки не стыдно. А я как раз хотела сообщить тебе сногсшибательную новость по поводу Олега. Что, он и с тобой? Нет. София уходит на покой, а вместо нее вступает на должность генерального директора Олег. Когда? Сразу после того, как за него проголосует совет акционеров. А он обязательно проголосует, раз София так решила. Бедный Гена. Да, он так выслуживался перед своей бабулей. Может, выпьем? С удовольствием. Гоша хоть и жлоб, я его все равно люблю. Потому что он настоящий мужик. Да, в этом ему не откажешь. Большое мужское начало в нем присутствует. Костя, а ты какой-то другой стал. Разве? Да, говоришь как-то по-другому. Да и вообще, как будто подменили. О, наш автобус. Не замечал. Ладно, ты мне таким нравишься. Пока. До завтра. Ты едешь? Нет. Все понятно. Счастливо, ребят. Поехали. Тут так уютно. Хочешь, посидим? Давай. Спасибо. Хочешь яблок? А ты жонглировать умеешь? Откуда ты знаешь? Я же в детстве циркачом хотел стать. Чего не стал? Со зрением проблемы. И родители. Родители. А я с детства хотела, как папа, стать. Платье куклам шила. Кость. Ой, прости, пожалуйста, Олег, я... Ничего страшного, я сам путаюсь. Ты думаешь, это хорошая идея работать на рынке? А чем она плохая? Работа тяжелая. Как ты со своим сердцем? Ну, знаешь, когда ты рядом сидишь со мной, я чувствую себя живее всех живых. Даже забываю, что у меня вся жизнь рухнула. Я хотела у тебя кое-что спросить. Ой, ну, просто сказать. Да. Это про вашу с Костей маму. Она одержима местью, а такие чувства ни к чему хорошему не приводят.
Ну, ее же тоже можно понять. Представляешь, сколько ей пришлось пережить? Нет, я ни в коем случае не осуждаю. Просто у меня такое ощущение, будто она вас тянет на какую-то темную сторону. Я не знаю, как правильно это выразить. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но зато Костя полюбил ее сразу. Он ее всю жизнь ждал. Ну да. Костя нашел мать, а я потерял. Не знаю. Она все равно для меня пока что чужой человек. Ничего поделать не могу. Да, она открыла мне глаза, я узнал правду, но… Но зато у меня теперь есть брат-близнец. Я встретил тебя. До этого все мои отношения с девушками были рациональными. С тобой все по-другому. Мне в жизни творится черт знает что. Я сейчас должен быть сильным и держать себя в руках, а я в тебя влюбился. Так ты рад этому или нет? Ты мне очень нужна. Здорово, братик. Привет. Заходи. Ух ты, диван разложил. Я даже не знал, что он раскладывается. Широко спать привыкли, товарищ олигарх. Это ты теперь у нас олигарх? Да ладно. Вот, Мусика тебе принес. Будет одиноко, можешь с ним спать. Кость, ты шутишь? Ну когда мне котом заниматься? Да ладно, не бойся, он тут в соседнем доме живет. Ты просто корми его иногда, ладно? Угу. Сегодня всю ночь заснуть не мог. Все ждал он, когда ко мне придет Геннадий и Нина и придушат меня. А что, все настолько плохо? Ты даже не представляешь, насколько. Он Гену всего распирает от злобы и зависти, а Нина, она вообще ни перед чем не остановится. Это война, Олежа. На войне как на войне. Будь осторожен, брат. Спасибо. Может, тебе в ателье подкинуть? Не надо, нам лучше вдвоем не показываться. И ты прав. Ладно, удачи. И тебе. Кстати, классные очки. Кота принес. Мариш! Да, мам? А ты куда? На работу. О, как? Каким это мы сегодня работаем? Сегодня мы работаем моделью. Кстати, а ты знала, что Олег будет генеральным директором модного дома? Как Олег? В смысле, не Гена? Олег. Так что я не прогадала. Пока-пока. Вот дела. Ник, прости, что тебя спрашиваю об этом. А у тебя с Костей что-то было? Нет. Ну, мы давно с ним знакомы. Мой папа помог ему в свое время. С тех пор Костя как бы член нашей семьи. Значит, много времени вместе проводили. Когда папа умер, Костя вообще все время был рядом.
Я ему многим обязана. Он так обо мне заботился. И все? Только это? А почему ты тогда спряталась, когда он пришел? Чтобы не ранить его. Наверное. Он влюблен в тебя, да? Он мне об этом никогда напрямую не говорил. Понятно. Олег, ну, между нами ведь ничего не изменилось из-за того, что Костя. Конечно, не изменилось. Но я боюсь, что изменится между мной и Костей. Ладно, пойдем на работу. Да, мне еще домой заехать надо. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Hello. Здрасте. А вот и наша новая метла, Что значит метла, Володя? которая метет по-новому. Так у нас говорят, когда приходит новый начальник. Олег Зборовский, наш будущий гениальный директор. О, очень интересно. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Олег, доброе утро. Привет. Поздравляю с первым рабочим днем. Спасибо. А ты как, не уволилась? Ну, зачем мне теперь увольняться? Доброе утро. Доброе. Гена злопамятный. Будет тебе мстить. Но ты не сдавайся. Да я вообще никогда не сдаюсь. А у меня через 5 минут фотосессия, я побежала. Пока. Удачи. Олег Юрьевич. О. Софья Михайловна ждет вас. Та-дам. Ух ты. А вот и я. Ну что, отлично выглядишь, слушай. Thank you very much. 2 часа в гардеробе и в душе не прошли даром. Ну, в общем, план работы у нас такой. Я тебя представляю коллективу как своего преемника. Потом Лана покажет тебе твое временное рабочее место, даст все необходимые документы для ознакомления. Ну, а потом мы с тобой идем обедать. Если, конечно, ты не договорился с Викой. Бабушка, а можно я тебе позже скажу? Можно. Но это дома я тебе бабушка. А на работе исключительно София Михайловна. Ясно? А, да, точно. И это правильно. Ну что, работаем. Ну, иди к Лане. Давай. Доброе утро, Лида. Доброе утро. Привезли ткани, которые я заказывала? Да, конечно, вот они. Но это никуда не годится. Цвета тусклые, плетение нити некачественное. Ладно, что-нибудь придумаем. Вика? Здравствуйте. Здрасте. В демонстрационном зале мне сказали, что вы здесь. Как поживает мое платье? Замечательно. Пойдемте померяемся. Пойдемте. Вообще-то вам нельзя здесь находиться. Да? А почему? Ну, вдруг вы промышленный шпион? Уверяю вас, Вика, я не промышленный шпион. У меня в этом здании совсем другие цели. Так, 50 халатов есть, 100 брюк есть, 100 руб. Ириша, ну где твой Костя? Уже пора заказы отвозить. Всем добрый день. О, привет. Ну, наконец-то. Выздоровел уже, да?
Ну, нормально. А что, синяков вообще нет? Ага. Так, учти, для тебя больничный, как для всех остальных. За свой счет, ясно? Да я не против. Прекрасно. О, Костян, здорово. А ты чего улыбишься? Доволен, да, что теперь тебе не придется мотаться по городу? Да, и рад вот, что Костик выздоровел. Рад видеть. Понятно. тоже. Так, слушайте, хватит болтать. Так, Костик, смотри. Вот это отвезешь по городу. Здесь все написано. Адреса, как добраться, в общем, разберешься. Вот это летнее платье тебе Кирюша уже напаковал, завезешь в наш магазин. К вечеру заедь в бутик Зборовской. Нам свежие фасончики нужны. Фасончики. Хорошо. Захар, заходи. А это все? Да. Захар. Все, я-то пошел. Тетя Ира, до свидания. Счастливо, Кость. Ты как развезешь, отзвонись мне. Конечно. Захар? Ну, как вам? Покрой мне нравится. Просто, элегантно. Вы молодец, Вика. Спасибо, я старалась. Вот только белый как-то скучновато, вы не находите? Я думала, что это будет выглядеть по-другому, но теперь понимаю, что я ошиблась. По моему мнению, чистый цвет почти всегда хорошо, но здесь я с вами согласна. Хочется что-то добавить. А сколько у меня времени? Когда она должна быть готова? Ну, это вопрос Кости. Он должен назначить точную дату. Я хочу одеть это платье на собрание акционеров. Юль, а приготовьте фрешки, хорошо? Хорошо. Давно у вас не было. Соскучилась очень. Ой, мы тоже. Молодец, что приехала. Ну, иди гуляй. Вот так. Выглядишь хорошо. Молодец. Как ты себя чувствуешь? Ничего. Голова, правда, немножко побаливает. А мне Марина сказала, что генеральным модного дома будет Олег. Ну, а по сути, Гена или Олег, какая разница? Ты же в любом случае будешь рада, да? Но это твоя Марина будет в любом случае рада. А я нет. О, Костян! Здравствуйте. Как жизнь молодая? Я смотрю, ты с водителем, бизнес налаживается. Да. А куда ты вообще пропал? В больницу попал ненадолго. У вас как? У нас все как всегда. Получку задерживают. Кстати, у тебя нельзя перехватить. 1 числа, как же ты их отдал? А сколько вам надо? Ну, сколько не жалко. Слушай, а что это ты со мной на «вы»? Запутался немного. Так нормально? Нормально. Ну, давай. Давай я накладные подмахну. Света, а ты помнишь, что у Юры был роман на стороне? Ну, вспомнила. Далась тебе эта повариха или кто она там была? Разлучница. Ох. Вечно мне Любчик лекции читал. Да и Юра тоже, царство ему небесное. Все рассказывали о искренней любви, о высоких отношениях. Хранили тут совместные фотографии, переписку. Тайная канцелярия. Оно мне надо было. Ты почему мне об этом ничего не рассказывала? Чтобы что? Больнее еще тебе сделать? Яна, ты умная девочка, ты все правильно сделала, сохранила семью. Чего ты вообще об этом вспоминаешь? На что, до сих пор тебе так важно? Еще как важно, Светочка. Еще как.
Не переживай. Да, со мной все хорошо. Не просто так получилось. Да, Костя. Я знаю, что я со своим сердцем должен отдыхать. Буду. Но потом. Все, потом сразу к тебе. Здорово, Гань. Добрый день. Ну как, очухался после больнички? Ага. Слушай, ваш магаз загибается, народу надоело, одно и то же шьете. Ну ты поговорил с Аллой, пускай ассортимент обновит. Хорошо, передам. Братан, ну если у Аллы проблемы с баблом, то давай к нам. Наше дело прибыльное. Я за тебя замолвлю словечко. Мы в прошлом месяце с пацанами нормально поднялись, присанули там. Так нам по тройному тарифу забашляли. Надумаешь, приходи. Давай. Да, всего доброго. Выздоравливай. Хорошо. Ах ты какой, а? Спасибо, Вась, можешь носить. Да, хорошо. Нет. Нет, мне что-то не нравится. Ребят, можно вас отвлечь ненадолго? О, конечно, Вика. Я предлагаю отказаться от участия в конкурсе дизайнеров, о котором говорил Владимир Алексеевич. Почему? Ну, смотрите. Если мы все вместе будем готовиться к неделе моды и работать над общей коллекцией, получается, выиграет каждый, и мы с вами, и модный дом в целом. Одним словом, предлагаю объединить усилия. Ты что, боишься личной ответственности? Нет, Лиз, просто на работе меня интересует работа, а не сплетни и интриги. О, я согласен абсолютно с Викой. А я, пожалуй, подумаю. Здрасте. 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 Вика, Виктория, вы идете на обед? Да, Олег Юрьевич. Пойдемте. Жаль, что Марине повезло меньше. Лиза, он мне моргнуть. Ну? Как первый день на новом месте? Слушай, все утро в бумажках ковырялся, так ничего и не понял. Ну, ты старайся. Так я стараюсь. Просто с Михайловского рынка-то сразу презентации нырять-то как-то не очень. Хочешь, встретимся после работы, и я тебе помогу? Ну, если смогу, конечно. Да я был бы очень благодарен. Там как раз по твоей теме. А там эти модные термины, я даже вообще никогда не слышал их. Ну, например? Капсульная. Что это? Небольшая коллекция от 6 до 10 моделей, которые объединены общей идеей. Для ее создания модные дома приглашают дизайнера со стороны. Ну, там, знаменитость или звезду какую-нибудь. Понятно. Слушай, Вика, бабушка так часто говорит о вас с Олегом, будто у вас отношения. Скажи, это правда? Любимая моя Танечка, очень скучаю по тебе. Не могу дождаться нашей следующей встречи. Береги себя и не грусти. Я сделаю все, как обещал. 1 мая 1992. Да, помню я этот май. Ты как раз со мной разводиться собирался.
Прощальное письмо. Так, оно должно быть где-то здесь. Прощай и не ищи меня. Я не хочу лишать твоего ребенка отца. Я просто не смогу с этим жить. Прости и будь счастлив. Ну, теперь ты точно ничего не сумеешь доказать. Хорошо, что мы с братом заставили тебя написать это письмо. Я верну Гене его место. Ну, а эту макулатуру можно просто сжечь. Родинка. Я даже не знаю, как так получилось. Я объяснить это не могу. Понятно. Кость, ты ведь мне как брат. Почему ты так реагируешь? Ты правда не понимаешь? Тебе объяснить? Да нет, все понимаю, просто… Мне правда жаль, просто меня какой-то волной сумасшедшей накрыло. И все. Кость, ты очень хороший. Спасибо. Ты добрый, ты отзывчивый. У тебя все будет хорошо. Прости, я не то говорю. Да ладно. Ничего, бывает. Прости меня, пожалуйста. Ешь. Да, Алла Семеновна, я на месте. Ну ты молоток. Я уж думала, не успеешь сегодня. Ох, и долго развозил эти заказы. Костик, а я что-то фоток на мобильном не вижу. Алла Семеновна, вы что, хотите, чтобы я сфотографировал одежду от Зборовской и прислал вам фото? Ведь это промышленный шпионаж. Костик, ты чё? Ты чё, правда себе голову повредил? Так, хватит разводить эту дурню. Пошел и сделал, ясно? Промышленный шпионаж. Это ж надо. Значит, раньше его все устраивало, а теперь что-то не так. Вообще-то Вика тоже была против этого. Да знаю я, какая она у тебя вся из себя принципиальная. Конечно, ей же в модном доме хорошо, а нам чего делать? Как нам зарабатывать? Может, что-то предложишь? Или Вика с Костей? Я говорила Вике, что у нас в ателье проблема. И она предложила какой-то конкретный выход? Слушай, может, я что-то придумаю? Ну, разработаю новые лекала. Раньше у меня это неплохо получалось. Леня, во всяком случае, был доволен. Ир, вот веришь, мне сейчас вообще не до ваших экспериментов. Слушай, хватит чаевничать. Иди работай, усач. Так, хорошо. Ты готова? Готова? Я тоже. Начали. Красивенькая. Хорошо. Какие у тебя глаза красивые. Умница. Класс. Улыбаешься. Очень хорошо. Покрутимся. Давай покрутимся. Угу. Отлично. Отлично. Точечку вернись. Молодец. Хорошо. Умняшечка. Так, а теперь давай посмотришь на меня, как будто я твой парень. О, Вась, мне кажется, это невозможно. Так, ты профи. Сделаешь. Давай. Раз, два, три. Еще один кадр. Умница. Раз, два, три. Готово. Всем спасибо. Съемка окончена. Золото, ты молодец. Спасибо тебе. До завтра. Ку-ку. Привет. Ну, как трудовые будни? Прекрасно. Такую съемку забабахали. Прям сама не ожидала. Правда, целый день потратили. Ну, ты знаешь, для нас день – это не предел. Ну, хорошо, хоть с работы у тебя клеится. А
твой бойфренд сегодня обедал с Григоренко. Да? Да. А ты откуда знаешь? А он к нам зашел и как-то пригласил. Ну, не пригласил, а позвал, и она сразу схватилась и побежала. Ну, может, это ничего и не значит. Может быть, это был просто деловой обед? А? Ну-ну. Ну, здравствуй, брат. Еще раз здравствуй. Как дела в модном доме? Нормально? Как у вас там на Михайловском? И ателье, все спокойно? Вот именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Так. Я узнал, что ваше ателье ворует чужие идеи. Конкретно модели одежды Софии Зборовской. Ну да, есть такое. Я так понял, ты занимался тем, что обкрадал нашу бабушку? Но не только ее. А, да? То есть ателье Викиного отца процветает за счет промышленного шпионажа? Во-первых, оно не процветает, а во-вторых, здесь все так живут. Берут, что плохо лежит. Это ты там привык в своей Америке, все по-честному, да? А я лично занимался этим, чтобы просто было что пожрать. Тебе этого не понять. Ты же не знаешь, что такое копить 3 месяца на пару кроссовок? Нет, не знаю. Зато я знаю, что не только в Америке, но и здесь можно найти способ зарабатывать честно. Слушай, ты такой честный и правильный, да? А ничего, что ты у меня девушку увел? У нас с Викой было все хорошо, пока ты не приехал. Это другое. Другое, да? Да. Ладно. Ты мне брат. Но от Вики я просто так не откажусь и буду за нее бороться. Все, я поехал, до встречи. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. А Олег дома? Нет, Олега нет. Но это не важно. Я хочу поговорить с тобой. Проходи. Да, как-то неудобно. Проходи, проходи. Присаживайся. Девочка моя, я хочу поговорить с тобой как женщина с женщиной. Мне кажется, ты совершаешь ошибку. Сначала ты бросила Гену, который влюблен в тебя с детства. Теперь бегаешь за Олегом, который не обращает на тебя никакого внимания. Я не бегаю за Олегом. Называй это как хочешь, но мне кажется, это бессмысленно и бесполезно. Почему? У него кто-то есть? Мне очень жаль, но я почти уверена, что он влюблен в Вику Григоренко. Что, Мариш? Не получается заловить будущего генерального? Ты ж поэтому с ним? Ну, если ты вдруг жалеешь о том, что послала меня, я готов все забыть и принять тебя в свои щедрые объятия. Только ты должна попросить у меня прощения. Как следует попросить, поняла? Гена, что за тон? Что за манеры? Нормально, ба. Ты же модель. Тебе все равно с кем. Вам же все прощается за эту вашу неземную красоту. Я же не договорил. Ну куда ж ты пошла? Я ж просто хотел тебя утешить, а? Ба, ну чё она, а? Ба, я ж любя. Нормально. Нормально. Вика?
Привет. Привет. Ну что, как дела? Почему ты дома не ночевала? Ты была с тем парнем? И что, что-то не так? М? О, Вика. Просто все так сложно. Я все рассказала Косте. Ну и правильно сделала. Зачем же его обманывать? Я не ожидала, что ему будет так больно. Я думала, что ему просто нравлюсь, не более. Викуш, ну это жизнь. Ну что ж поделаешь. А Косте придется смириться. Ты выбрала другого, это твое право. Мама, я не понимаю, что со мной происходит. Я выбрала другого, и это... Я так ждала какого-нибудь шага от Кости. Дело в том, что... Прости, я пока не могу тебе всего рассказать. Дочурка моя. Я всегда буду рядышком, что бы ни случилось. Поняла? Поняла? Откроешь? Да, пойду гляну, кто там. Привет. Привет. Спасибо. Мам, это Костя. Проходи. Костя, давай лучше здесь. Давай. Вик, ты прости, я тебя обманул сегодня днем. Да, Олег мой брат, и я очень теперь рад, что он есть в моей жизни. Но ты моя любовь. Я не смогу просто так взять и отказаться от своей мечты. Ты просто знай это, и все. Спокойной ночи, Вик. Спокойной ночи. Отлично. Мне как раз все готово. Как ты узнала, где я живу? А ты забыла, что в полиции документы проверяли? Анна Ставицкая. На вот, посмотри да почитай. А я по этой фотографии сразу все поняла. У тебя нет родинки. А в полиции я окончательно в этом убедилась. Мне, кстати, там адресочек твой черкнули. Сказала, что поссорилась с подружкой и очень хочу наладить с нею отношения. А я-то думала, что это у моего братца. Сердце слишком доброе оказалось, что пожалел тебя, отпустил. А ты, оказывается, просто денег моих хочешь. И на сестру свою погибшую тебе плевать. Наговорила этим дурачкам, что они как хвостом за тобой бегают. Мамочка, мамочка. А ты им не мать. Ты ее сестра-близнец. Так что, дорогуша, ты аферистка. И ты ничем не лучше меня. Ты убийца, Яна. Нет, нет. Я не убийца. Я твою сестру даже пальцем не трогала. Это все мой братец. А он уже давным-давно сидит на пожизненном. Пообещай, что Костя с Олегом ничего об этом не узнают. Хорошо. Ты ничего не сказала Гене, я ничего не скажу твоим мальчикам. Все имеет свою цену. Я согласна. Чего ты хочешь? Ты скупала акции модного дома? Да, я.
Сколько у тебя на руках? 13%. Отлично. Ты отдашь их мне.